В Государственной галерее имени Ахмад Хаджи Кадырова состоялось открытие выставки Мавлади Юсупова «Магия огня». В своих работах он использует различные методы обработки материалов, практически забытые в наше время. Кузнечное дело среди чеченцев известно с давних пор. И даже сейчас, в эпоху современных технологий, изделия наших мастеров славятся не только в Чеченской Республике, но и далеко за ее пределами. Одним из таковых является и Мавлади Юсупов. Он занимается не только кузнечным делом, но также является и мастером декоративно-прикладного искусства. Мавлади Юсупов родился в 1954 году в Алматинской области, в Казахстане, а сейчас живет в городе Шали Чеченской Республики. Он потомственный кузнец в 4-м поколении. С детства, можно сказать, находился рядом с отцом в кузнице. Конечно, учился в среднее образование. Официально меня не учил никто. Ковали лошадей, делали брички. Вот этим я и помогал отцу. В данный момент идут раскопки. До меня везут всякие там эти находки. Я стараюсь их копировать. Тем самым я познаю и нашу историю. Я художественную литературу читаю всякие там эти исторические вещи. И мне легко работать. Я подделываю, вот, выставляю, например, вот топора, найденные на нашей территории, на территории Чечни-Ингушетии. И сам удивляюсь, неужели наши предки эти топора делали? Чашки, мечи, никогда я не видел нигде. Ну, я стараюсь их копировать. Если я чеченец, я должен любить свой народ, свою родину. То, что делали наши предки, про них читать, изучать. Без этого ничего невозможно делать. Если ради денег я буду бегать, то ничего не получится. На выставке в галерее было представлено более 50 предметов декоративно-ювелирного мастерства, художественной ковки, а также кузнечного дела. Организаторы мероприятия отмечают, что интерес к таким выставкам повышенный. С Мавлади Юсуповым мы сотрудничаем давно, можно сказать, потому что у нас в зале, вот мы как раз сейчас находимся в постоянной секции, где у нас представлена его постоянная экспозиция. Это продолжатель династии кузнецов-Юсуповых. И самое интересное, что как раз-таки он настоящий, так скажем, кузнец, да, то есть он сохранил, не он, вернее, его семья сохранили наше национальное, чеченское, именно, скажем так, традиционное кузнечное дело. Человек занимается не только ковкой, мы здесь видим его красивые изделия, да, стулья, стол, там, не знаю, но опять-таки он это старается воспроизводить как бы по историческим, скажем так, лекалам, да, читает, естественно, консультируется, сам интересуется у потомков там, и так далее. И везде используются орнаменты какие-то. Помимо этого он занимается также воссозданием музыкальных инструментов, военного снаряжения. Причем музыкальные инструменты, они все рабочие. Используется липа, кедр для звучания, то есть специальное дерево. То есть он изучает это все, то есть не просто так. То есть это не муляжи, это новоделы единственное, но это, скажем так, прототипы старинных инструментов. Что еще? Кстати, по поручению Министерства культуры Чеченской Республики он воспроизвел технологию изготовления щедок свирели или пастушья флейта, да, по-русски. Потом про военное снаряжение тоже отдельная тема, можно сказать. Воссоздает он по тоже старинным эскизам, консультируется с каталогами, с представителями, историками, и с Асхабовым постоянно консультируется. Сам на раскопках то, что вот, вернее, не сам, то, что на раскопках археологи, например, когда находили, он тоже смотрел, интересуется и воспроизводит средневековое военное снаряжение. Мы вот, например, здесь видим представлены постоянные экспозиции и военные топоры боевые, и шашки, и сабли. Причем сабля, она даже если ее изогнуть, она не погнется, ничего с ней не случится. Единственное, они не наточены, а так это все настоящее боевое оружие.
Сейчас у Мавлади есть последователи, это его ученики, а обучает он всех желающих. Они уже добились достаточно хороших результатов. Ленч да ама кюстнеш да ама кюзг да сварки аж ходот хон то мастеру. Но виш кюстюм шаш пхасу. Своим ремеслом кузнец вносит огромный вклад в возрождение чеченской культуры. Так, с помощью исторической литературы, старых записей и собственного ума он воскресил технику старинного способа изготовления гибких сабель. Башир Саутиев, Рамзан Мусаев. Информационное агентство «Грозный информ».